Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас мы находимся в зале, где мы снимали один из самых масштабных, интересных сюжетов нашей передачи. Я был дирижером оркестра филармонии. Но сегодня мы продолжим эту замечательную тему, и мы узнаем, познакомимся с профессией хормейстера. И поможет нам в этом Людмила Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Хормейстер Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Людмила Анатольевна, расскажите, познакомьте наших зрителей с профессией хормейстера. Я с детства очень любила петь в хоре, но я не ощущала, что я могу быть дирижером, потому что мне казалось, это что-то заоблачное, сложное, невозможное. Я была очень скромным, спокойным, нежным ребенком. Но когда педагог музыкальной школы хора сказала: «Люда, тебе нужно идти на хормейстера», я не могла кулаком никогда стукнуть. А это же очень волевая профессия. Она требует очень много разных умений, сложностей, способностей. Но я прислушалась, потому что я получала огромное удовольствие от пения в хоре. Поступила в музыкальный колледж и попала к замечательному педагогу Кантоновой Светлане Георгиевне. И я стала влюбляться в эту профессию с каждым днем все больше. И стала понимать, что что-то у меня начинает получаться. Когда меня начали учить дирижированию, я получала уже какую-то практику. Я получала огромное удовольствие от процесса. Когда ко мне пришли, ничего не умея, это были любительские коллективы каких-то университетов, как вот подобная практика бывает. И когда мы получали какие-то места, занимали, лауреатами становились, просто вырастали крылья, мурашки, я понимала, что я эту жизнь свяжу с собой, и я просто без этого жить не могу. И пошла выше в заведение, в академию, потом в аспирантуру и приехала сюда работать. Большой хор может включать в себя до 120 участников, а сводные хоры бывают до 1000 и более. Но в этом случае обязанности распределяются уже между несколькими хормейстерами. Интересно, а можно ли, так сказать, спрятаться в хоре и схалтурить, если, например, не успел выучить свою партию? Даже по взгляду в глаз, по рту можно понять, кто хорошо знает партию, кто нет. Кто подпевает своему соседу, а кто выкладывается, кто выучил партию и знает ее очень блестяще. Это же все видно по отношению к партитуре, по отношению взгляда на дирижера. То есть вообще все видно прозрачно. Я всегда говорю, когда скрипач или флейтист играет, все куда смотрят? Пальчики, да, и ухом, конечно, слушают. Когда поет певец, солист или артист хора, все смотрят артикуляция, глаза, да, а глаза — это зеркало души, голос связан с нашей душой очень сильно. И вот все, что у вас внутри, все здесь снаружи, все слышно. Это профессия, которая сложная очень профессия, она включает в себя и психолога. Ты должен быть и пианистом, и теоретиком, и вокалистом. И ты должен просто даже элементарно любить людей, иметь огромное терпение. Но все это идет от того, насколько ты любишь свою профессию, это все идет вытекающе. Очень сложная, многогранная, но, на мой взгляд, самая счастливая профессия на свете. Ну а сейчас, друзья, я предлагаю уже непосредственно познакомиться с самим хором филармонии. И первое, с чего мы начнем, это распевка. Конечно, без нее никак. Испытано на себе. Раз, два. Оскал. Пожалуйста, все терцы наверх. Раз, два, раз. Низкие голоса. Так, ну, друзья, сейчас мы находимся уже на распевке хора. За моей спиной хор филармонии, Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. И действительно, прямо здесь чувствуется настоящая мощь. И, конечно, сегодня я испытаю себя в роли не только хормейстера, но и также участником хора.
Людмила Анатольевна, сейчас мы услышали такую замечательную распевку. Во время распевки ощущается прямо энергия хора, да? Давайте мы познакомимся. Всем привет, меня Да. зовут Руслан. Вот тот хор, о котором я говорила. Наш коллектив. Сейчас мы готовимся к Пасхе. Вот, и репертуар у нас включает в себя и духовную музыку, и светскую, праздничную, для того, чтобы нашим зрителям подарить хорошее настроение. Я сегодня попробую себя в роли хормейстера, да, но также еще и участником хора. Вы хотите попеть? Да, тоже Да. очень. А какой у вас голос? Громкий. Громкий. Ну, а у нас есть тенора и басы. К какой категории вы относитесь? Вы не знаете Я свой даже- голос? нет. Не проблема, ребят, мы сейчас это проверим, да? Ну, попросим вас, вот вы слышали наши распевки, сейчас я попрошу вас просто за нами повторить, за мной повторить, и мы сразу с ребятами, я думаю, сейчас в одном единстве голосов, общим коллективом определим, какой же у Руслана тембр, да? Ну, давайте. Хорошо. Да, вот Я за должен мной. повторять за вами? Да, сначала я, потом вы. Ага, надо повторить в своем. Вы попали, у вас очень хороший слух, сразу могу да? сказать. О. Замечательный слух. Но вам нужно спеть не моим тембром, а своим, на октаву ниже. Мио, Мия, ми. И поднимаемся. Мия, Мио, Мия, мио, Мия, мио, Мия, мио. Мия, Проверим другой регистр. Примерно уже что-то понятно, да? Я попадаю вообще, да? Попадаю, да? Спускаемся вниз. Мы сейчас посмотрели ваши верха. Спускаем. Теперь сейчас у нас секвенция пойдет вниз. Мио, Мия, мио, Мия, мио. Мия. А теперь спойте так. Не слышны в саду даже шорохи. Прямо снимите Вот ухо. один в один. В один в один. Вас? Не слышны в саду. В своей тоне, да. Подожди. Не слышны в саду даже шорохи. А теперь на октаву выше. Не, вот эту ноту, вот она, да, и. Не слышны в саду даже шорохи. Еще. Не слышны в саду даже шорохи. Не слышны в саду даже шорохи. Вот теперь смотрите, вы же не знаете всех профессиональных моментов, а скажите мне по ощущениям, где вам было более комфортно? Потом спросим у ребят, что они смогли оценить. Вы пели сначала середину, потом вы поднялись наверх, и потом вы спустились вниз. Где вам было более комфортно? Так, ну где-то, наверное, в середине и ниже. наверное, Как да? вы, ваше мнение, ребята? Что он тенор? Я бы определила, да, или баритон, или второй тенор. Такой баритональный, может быть, тенор. Но это, опять же, мы же в академической манере, да, вы же с ней не знакомы, поэтому это тоже всегда будет очень обманчиво. Вы же пытались сейчас эстрадно петь, понимаете, да? А если мы вас выведем на академизм, мы можем даже уже другое услышать. Но в любом случае мы вас должны, я бы порекомендовала сейчас вас посадить в баритоны. Вот они здесь сидят, да, басы чуть подвинутся, и вот вы будете, и когда будете произведение, которое я вам предложу, вы будете его петь с этими ребятами, слушать их и подстраиваться под всех их голоса. Договорились, да? Хорошо. Все. Отлично. Все. Значит, это было вот для того, чтобы, да, мы определили как бы тембр и вот в какую партию посадили. А сейчас, это же потом состыковка будет, да? Да. Это все нормально. Вот, поэтому... Сейчас я слезы вытру. Испытано на себе. Сейчас, друзья, мы посмотрим непосредственно работу хормейстера и взаимодействие с хором. Людмила Анатольевна сейчас будет воспроизведена композиция. Я буду очень внимательно следить и потом попробую себя, да, под руководством Людмилы Анатольевны, себя попробовать в роли хормейстера.
Давайте послушаем. Давайте попробуем. Мгм. Ну вот, Руслан, вот такое песнопение, мы, как я говорила, готовимся к Пасхе. Это прозвучал тропарь Пасхи. Специально наш артист хора переложил его на якутский язык. Это очень известный тропарь Пасхи Костальского. Он известен в духовной музыке очень. Как бы считается один даже из шедевров. Мы переложили это все, наш вот артист переложил на якутский текст. Обязательно, чтобы мы могли с этим тропарем путешествовать, гастролировать по разным городам и показывать, что тот тропарь, который поет вся Россия, мы поем на своем языке. Вот так Якутия может чувствовать Пасху и по-своему тоже приблизиться к общему такому знаменателю. Вот я вам предложила, давайте попробуем, если у вас такое желание появилось, да? Есть. Так. Дирижировать. Ну вот, многие считают, что дирижер – это профессия. Ну что же мы столько лет учимся этой профессии, 11 лет, мы учимся руками махать. Даже мои, прям не побоюсь слова, махать, многие так говорят. И даже мои какие-то знакомые в свое время говорили, а что там 11 лет ты делала, там, ну что тут делать? Ну, изначально возьмем. Для чего нужен дирижер? Вот как ваше мнение? Ну, мне кажется, большое количество, вот, допустим, как в оркестре инструментов, Так. и также в хоре большое количество... Задача все равно одна, да. Вот для чего? Вот что? Все это, чтобы работало как одно единое целое. Это самое главное. Вот даже смотрите, вы сейчас, если вы не будете дирижировать, скажете, ну пойте. Ну пойте. Ну а как они? Как они все вместе в единстве не вступят? То есть нужны руки, да? Это, хорошо, это единство. А еще что, как вы считаете? Сильные доли, слабые доли, то есть как-то кульминацию показать. Вот, это замечательно. Это называется фразировка. То есть мы уже говорим о динамике, да? То есть где-то громче нужно спеть, где-то тише, да? И помните, я ему говорила, что хор состоит из 4 основных голосов. Бас, тенор, альт, сопрано. И далеко не всегда все эти голоса одновременно поют в одинаковой динамике. Потому что произведение состоит из таких моментов, что где-то тише сопрано, в это время ярче бас, или наоборот. И все это руки дирижера должны показать. Так вот, видите, вы сказали, что у вас было 1,5 класса музыкальной школы. Да, меня очень приятно удивило, да, когда Руслан сказал, ой, размер 4/4. Я говорю, какие слова вы знаете? Легкий размер для меня. Ну да, это вообще считается один из самых, кстати, легких. Да. Вас с него чаще всего и начинают. Несмотря на то, что размер 2/4, вроде как по количеству меньше, да? Вроде по количеству. А все считают, что это легче. Нет. Потому что размер 4/4 и 3/4 у него есть острые углы, на которые мы можем базироваться. А размер 2/4 у него косая доля идет. Поэтому он всегда проходится в дирижировании последним. Да. И вам сегодня повезло. Да, что... Теперь смотрите, вы сказали 4/4. Вот такт, в котором 4 доли. Естественно, 4/4, вы как понимаете. А посмотрите, началась музыка, и здесь всего лишь 1 нота. Значит, мы начали... С какой доли? Если их всего 4, а вы начинаете с последней, значит, с какой? С 4. Абсолютно верно. Талантливый. Ой, вообще, просто замечательный был вас. Иногда говорят с 1. Не оттуда считают, понимаете, да. С 4 абсолютно верно. Жест дирижера в 4-дольной схеме выглядит так. Вы можете сейчас просто формально за мной повторять. 1 доля вниз. Раз.
Да. Вторая доля, она к себе, руки поздоровались, грубо говоря. Третья доля, руки развелись, как мосты разводные. И четвертая доля, руки вверх. И мы с вами образовался треугольник. И опять у нас первая доля, мы вернулись вовнутрь, разошлись и поняли. Да, мы пошли вверх. Если я сейчас, нам же надо четвертую долю вступить. Вот четвертая доля по факту, она идет вот так. Смотрите, я должна петь «Хри». Чего не хватает? Я вот, смотрите, «Хри», я даю четвертую долю. Вообще, перед тем, как спеть, что нужно? Вдохнуть. Абсолютно верно. Посмотрите, ну просто это гениальный студент. Где мои годы были раньше? Если бы я знала, я бы вас вырвала в училище, бы затащила и сделала бы за вас хормейстера. Хорошие способности. Действительно, для этого существует ауфтакт. Он дает дыхание хору. Вообще, что у дирижера оркестра, что у дирижера хора, самое главное – ауфтакт. Вот смотрите, я сейчас могу руки убрать и хору вот так взмахнуть, и они вступят. Ну, понимаете, разве эстетически, если я буду все произведение так дирижировать? Да, а по идее ауфтакт можно дать и бровью, они вступят. Но они долго не продержатся, потому что бровь не даст энергию. Она не поведет дальше, она даст первый толчок вступления. Понимаете, да? Поэтому без рук, ну никуда. Руки обязательно нужны. Поэтому для того, чтобы ребята, артисты, вступили на четвертую долю, вы заранее должны дать ауфтакт. Ауфтакт на четвертую дается от третьей. Видите, какая тут технология? И мы с вами говорили, если это первая доля, это вторая, вот она третья доля. Значит, мы должны с вами от третьей доли оттолкнуться и на четвертую пройти. Смотрите, сейчас вам покажу. Я отталкиваюсь от третьей. Я сейчас громко беру дыхание, как это делают наши артисты. Просто я делаю в замедленном... Нет, я в замедленном, да, действии. Смотрите, я третья. И вот они будут спать. Христос. То есть Христос. Если я дам... Они сразу не смогут спеть. Это невозможно. То есть, понимаете, да? А я сейчас... Это что такое? Это камертон. Это наш профессиональный инструмент. Чтобы мне не бежать к инструменту, к фортепиано, да, к роялю, у нас всегда есть наш друг камертон. Мы в лесу, везде знаем, в каком тоне мы можем вступить. Я вам там тоже дам попользоваться обязательно. Обязательно нужно его ударить, чтобы... Я вам дам сейчас послушать. Слышите? Да, это звук ля. Так как здесь тональность си бемоль мажор, я понимаю, что я говорю страшные слова, но неважно. Да, я от ля настроила тональность си бемоль мажор, и артистов уже ввела в данную тональность. Вот он от ля, си, ре, си, фа. Они должны спеть фа, ре, си, фа, си. Я им даю тон, они слышат, и потом его извлекают. Значит, еще раз покажу, уважаемые артисты, только начало. Спойте «Христос», и все. Смотрите, я даю ауфтакт, сейчас они в это время дышат. Христос! Вот, видите, я завела уже хор. Попробуйте? Давайте. Давайте, не бойтесь. Так, а мы тут тоже только в начало? Сейчас Да, пока. Вот первый ауфтакт. А дальше будет легче, поверьте. Потому что самое главное – это начало. Сначала руки от себя, потом треугольник и параллель. 3. Христос! Вот видите? Я же говорю, да, прикольное ощущение. Божественно, как получилось. Поэтому я вам и говорю, почему я выбрала эту профессию, потому что когда я поняла контакт с хором еще в музыкальном колледже, что разные энергии, разные харизмы, они сливаются, это такое ощущение у самого дирижера происходит, изумительное, да? И потом, когда ты ищешь и находишь то, что не очень, а потом очень, и когда сами артисты сидят и говорят, у нас мурашки, или они говорят, плакать хочет, слезы вытирают, это очень дорогого стоит. Это волшебный процесс, это тот процесс, который могут понимать дирижер и хор и дирижер. Это наша кухня, это наше волшебство, по-другому я не могу сказать. То есть сейчас я тоже слезы вытирал, это, я думал, это только у меня такое. Нет, конечно, да, и у меня, особенно когда у них хорошо получается, мне тоже хочется плакать, потому что это процесс действительно очень сложный. Все же разные, посмотрите, они визуально разные, они по харизме разные, они по характеру, они по темпераменту разные. А задача, все должны быть в данный момент, в данную секунду одинаковой энергией, одинаковым блеском глаз, одинаковой мыслью, о чем мы поем. И это все работа дирижера. А если еще глазами пойдем, посмотрите, этот голос снял, я говорю про 8-й такт, голос снял, этот вступил, а потом еще опять эти вступили. Голоса. Вы видите, что... Кто-то остановился, а кто-то продолжает петь. Да, кто-то раньше, кто-то позже, да. И это все тоже показывает дирижер.
То есть вот сейчас вот один фрагмент. Давайте попробуйте вы. Значит, конечно, артисты все выучили. Они уже знают, где вступать. Поэтому мы вам попробуем доставить удовольствие. А им тоже очень приятно попеть по другие руки, да? Вот, давайте хотя бы фрагмент до репризы, до 14-го такта под дирижером Русланом Ачировым. Попробуем? Ваша задача сейчас просто попробовать. Я понимаю, что это нереально, да, это очень сложно, мы же много лет этому учимся. Ваша задача, главное, удержать. Вы сейчас должны быть таким стержнем. Вы должны удержать 4 четверти, чтобы ребята не разбежались по ритму. А все остальное они сделают сами. Хорошо? Они уже все выучили, они постараются спеть так, чтобы вам было тоже комфортно. Давайте. Какой ритм? Темп. Темп. Вот такой. Раз, два, три. Христос тилене элю. Да, празднично, радостно. При этом у вас у самого должно быть хорошее праздничное настроение. Я постараюсь. Такое торжественное. Потому что они заряжаются от вас. И если я с кислым лицом буду дирижировать, при всех их желаниях, при всех их талантах, они не смогут, потому что я не передаю им энергию, понимаете? Вот вы сегодня заметили, энергия от меня идет. Потому что главное у дирижера – это энергия. Главное у артиста звука, у артиста хора по звуку – это энергия. Энергией правит все. Есть энергия, есть радость, есть правда. Согласитесь, да? Без энергии мы ничто. Ну, попробуем постараться. Я даю тон, я понимаю, что вам сложно. Да, еще, да, Получается, конечно. я правильно понимаю, тут ля нота, но вы как бы... От нее можно найти нее любую тональность. Любую тональность. Хоть высокую, низкую, неважно, да? Хорошо. Не забудьте, сейчас ваши руки уйдут в сторону, а потом вы должны дать хору дыхание. Христос! Остановка. Два, три, снять. Три. Снять. Да, на первую. И так далее. Да. Все. Да. Спасибо. Спасибо. Я на самом деле вообще потерялся где-то вот здесь. Потому что я думал, мы где-то на третьей называется, да, где-то вот здесь, а вы уже показали, мы уже перешли сюда. Очень сложно на самом деле. Да, ну интересно, да? Очень интересно. Я видела, я слышала, чувствовала вот ваше прям биение, ваш трепет, как вы загораетесь, как вам нравится, что звучание, да, и хочется, чтобы ваши руки, конечно, совпадали. Это сложно, но это действительно очень сложная Потому что профессия. я ждал вот этот момент, где должен был снять, а это уже прошло. Да. И тут еще, видите, такой же момент, только здесь пауза покороче, здесь подлиннее. Здесь снятие надо так снять, а здесь вот так снять. То есть, тут очень много задач. Поняли, какая сложная профессия? Чуть-чуть, хотя бы я какую-то базу более-менее... Ну, на самом деле это... огромный труд и очень сложно. Это, ладно, допустим, знать такт и уметь, да, то есть руками. Вы же еще взаимодействуете практически с каждым человеком. Это глазами, да, то есть Да, обязательно. кого-то можно... Есть такое, что вы не дотягиваете, на вас смотрят пристально, и вы подтягиваете, да? Да? Ну-ка, да? Зачастую не столько недотягивания, сколько заживали слог, понимаете, там, да, ну бывают, да, вот еще нехорошо впет текст, потому что многие считают, что если текст мы спели, просто попали в текст, сказали, это уже мы со словом поем. Нет же, текст же должен подружиться с интонацией, это нужно впеть, он зазвучит по-другому, когда пройдет особая работа над этим. Поэтому, если кто-то зажевывает текст, я говорю, еще раз, пожалуйста, теперь с текстом, хотя они уже с текстом пели. Ну, то есть даже вот так вот мы с ними шутим. Да, огромный труд, но все, кто здесь, все обожают свою работу, очень любят, пыхтим, ищем, находим. Как я всегда говорю, мы ищем клад, мы разгадываем идеи, мысли великих композиторов. И это очень интересно, когда мы попадаем, то мы просто счастливы в этот момент, до мурашек, и они уходят даже уставшие, но очень окрыленные с работы. Испытано на себе.
Так, ну а сейчас я нахожусь уже непосредственно в составе хора, и мне очень приятно, что тут поспокойнее, да, чем перед хором, потому что Дмитрий, я его знаю, и Леонид Анциферов, да, то есть мы хорошие знакомые, поэтому мне будет, я думаю, легко. Ну, давайте начнем. Сейчас мы открываем репертуар, тоже пасхальные, но русские народные песни, потому что хор филармонии, он поет в разных жанрах. Он поет высокую духовную музыку, классическую музыку, оперную. И, конечно же, как же мы без русских народных песен, которые всю нашу душу выворачивают, да, поднимают настроение и вызывают, конечно, улыбку на устах. И возьмем произведение «Светит месяц», обработка Виктор Волны, пожалуйста. Ну что, Руслан, ваша партия бас-баритон. Это самая нижняя строка в партитуре, в хоровой, да. Вы везде будете следить только за 4-й строчкой. Посмотрим внимательно. Размер, как вы видите, вам повезло. Да. Опять для вас, да, для вас, для вас знакомый. Ну, пожалуйста, ребят. Соль, ре, си, соль. Руслан, ваша нота. Соль, свет. Соль. Да. Это высоко же? Соль. Вот прямо с них. Вот она, отлично, вы попали в ноту. Здорово. Соль, ре, си, соль. Да, сейчас мы поем протяжно, распето, в медленном темпе, как знаете, выход цыганочки. Соль, ре, си, соль. Светит. Светит ясный, светит заря, осветила путь дорожку вдоль до Сашина двора. Ну что, обрати внимание, сегодня мы давайте Руслану скажем, что же такое... Совсем другая песня. Имеется в виду, это все, я понял. Да, вы хотели спеть «Светит месяц», но нет. А я слышу, Дима другой поет. Конечно, в данном случае партия, по которой вы знаете на слух, она в партии сопрано. В данном случае они ведут мелодию. Вы здесь просто фундамент, вы просто аккомпанемент, вы просто красивая гармония, которая украшает данный эпизод. Попробуем выполнить нюансы. Значит, начинаем с пиано, развиваем меццо-пиано, меццо-форте. И вдоль до Сашина двора мы опять поем тише и выполняем ритенуто. Не забыть про цепное дыхание. Обычно цепное дыхание мы ставим такой лигой соединяющей, что там дышать нельзя. Да, Дмитрий сейчас покажет, как мы соединяем. Вот половинную ноту с последующим тактом, да. И артист видит заранее, что там нельзя брать дыхание, и он не должен взять его для того, чтобы не нарушить целостность предложения. Ну что, попробуем? Нюанс пиано. Соль, ре, си. Ваша нота соль. Соль. Нет, ниже. Соль. Есть. Вот. Соль, ре, си, соль. Готовы? А теперь мы поем о чем? Месяц светит, все прекрасно. Оскал, пожалуйста, улыбка, характер радости. Соль, ре, си, соль. И светит месяц. Спасибо. Нет, так не пойдет. Вы же вступили громко. А я просила петь тише. Вы сейчас очень старались петь музыкально, в характере. Вы заулыбались, сделали характер, и за этим последовала громкость голоса. Видите, как это все связано? А нужно как из ничего. Попробуем. Соль, ре, си, соль. Пиано. Светит месяц, светит ясный, светит алая. Цепное дыхание. Не дышать, не дышать. Ярче накаляем еще. Сейчас, тише. Или ты нота, и на руку. Держим. Потом я вот так сниму,
закроете ротик, и уже пойдет другой характер звука. Теперь следующее замечание. Посмотрите внимательно, что я не так делаю. Руслан, попробуйте понять мне. Светит месяц, второй раз. Светит месяц, светит. Выделяете согласные? Нет? Вообще. Срочно к нам в хор. Срочно к нам в хор. Кто-то подсказал, что ли, нет? Самое правильное. Это называется замыкающее согласное. Светит месяц, светит ясный. Если я спою без замыкающих согласных, если я спою как в разговоре, да, то в произведении они не прозвучат. И текст будет очень мягкий и невнятный. Смотрите. Светит месяц, светит месяц. Видите, сразу характер у звука другой, харизма другая, штрих другой, задоринка появляется. Буквально, что я замкнула. Попробуйте это обратить. Артисты хора ко всем вам. То есть все замыкающие согласные я прошу. Ну, в данном случае здесь светит месяц, светит, ясно. Все остальные здесь удобные. Здесь в основном везде дальше гласные закрывают слова, да? И, наконец-то, попробуем перейти сразу на темп. Да, попробуем теперь перейти на темп скоро. Будьте внимательны. Да, и, Руслан, сразу посмотрите внимательно, где написано «скоро». Вы видите, вся строка, что вы видите? Ла. Кроме «ла», что еще видите? Ну, одна нота. Одна нота, абсолютно верно. Вам тоже повезло. Хотя многие считают, вы знаете, многие считают, что когда видят визуально одну ноту, они говорят, ну что там петь на одной ноте? Вот надо запомнить такое правило. На одной ноте зачастую намного сложнее петь. А почему, как вы думаете? Дыхание не возьмешь? Почему? Можно взять дыхание. Не знаю. Есть возможность эту ноту изменить не в хорошую сторону. Поэтому, когда эта нота может иметь тенденцию к понижению. Поэтому вот очень сложно. Если одна нота повторяется очень много раз, особенно прям много раз, то нужно всегда стараться последующую, эту же повторяющую ноту петь с ощущением, как будто выше. И тогда человек никогда не понизит. Вот это свои вот такие есть лайфхаки, да, вокально-хоровые. Поэтому тоже сразу можете об этом подумать. Ну, поехали, попробуем. Замыкающие согласные. Смотрите теперь, сколько задач. Замыкающие согласные, нюанс пиано, цепное дыхание, ретенуто в конце и потом перейти на быстрый темп. Попробуем. Соль, ре, си, соль. Характер на пиано. Светит ясный, светит алая заря. Осветила ярко чила путь. Кстати, ретенота. Вот. Создали интригу, сняли и быстрый темп. Сопрано? Спасибо. Вот такой мы сейчас, да, спели фрагмент. Что мы скажем? Вот, Руслан, у меня к вам вопрос. Вы уже в партитуре почти ориентируетесь. Найдите фрагмент, где у вас написано «скоро». Да. И посмотрите, что происходит в партитуре, что вы видите, как визуально вы можете оценить эту партитуру, кто главный, кто второстепенный. Так, из 4 строчек, Да. ну как будто 3 подготавливают, а Абсолютно верно. Посмотрите дальше, переворачивайте страничку. Эта ситуация продолжается, вы видите? У кого слово, у того и правда. Понимаете, да? То есть слово у кого? У самой верхней партии. У партии сопрано. Они главные, они ведут. У них мелодия, как вы сказали, которую вы очень хорошо знаете. А все остальные 3 партии, вы посмотрите, видите, да? Это называется аккомпанемент. Они им аккомпанируют. И как вы думаете, кто должен быть ярче? мне кажется, бас. Я же басу всегда. Вот, к сожалению, наши басы тоже так думают.
И поют громче, чем мне иногда нужно. Как все бас-гитаристы. Да, наверное. Ну, вот. А, конечно, тема у партии «Сопрано». Зритель должен в первую очередь услышать тему. Зритель должен услышать тему, да, мелодию, которую все знают в зале. Они будут ее так же подпевать, как вам внутри захотелось бы, конечно. И у кого текст всегда, тот главный. А у вас сейчас слог всего ла-ла-ла-ла-ла. Вы своим слогом с тенорами и с альтами создаете просто настроение, харизму этого произведения. А самую главную суть создает партия «Сопрано». Соответственно, 3 подголосочных голоса должны звучать тише. Попробуем сделать так, чтобы сопрано были главные, а все остальные, кто поет только ла-ла-ла на слог, вы должны спеть чуть тише. Но очень собрано, очень колко. Договорились? Пробуем. Начинаем сразу со скора. Ас-два, ас-два. Не спится, не лежится, сон меня не берет. Я пошла бы к Саше в гости, но не знаю, где живет. Спасибо. Вот начался, посмотрите внимательно. Найдите, пожалуйста, 19-й такт. 19-й такт. Видите, у вас такты расставлены. Найдите. Вы заметили, что тот формат, который вы пели, где вы были аккомпанементом, да, он закончился. И начался другой фрагмент, где все голоса как бы равнодейственно идут, да, видите? У них одинаковая задача, то есть и ритмическая, и у всех есть слово. Здесь вы должны все, это называется тутти, хор тутти вступил. У всех одна задача. Смотрите. Я пошла бы к Саше в гости. Какой характер появился? Как вы считаете? Как хору нужно спеть? Если мы пели «Мне не спится, не лежится, сон меня-то не берет». Я пошла бы к Саше в гости. Только не знаю, где он живет. Какой характер? Меняется? Да. А как сказать? Это если от женского лица сначала что было на протяжении 4 тактов первых? Мне не спится, не лежится. Что это? Какой эмоция? Возмущение, правильно. Ну, какая должна быть интонация? Ну, кроме слова «возмущенная». Еще как можно сказать? Какое? Бывает легато, бывает нон-легато, бывает стаккато. Ой, я не знаю, это такое, такие слова. Более отрывистый, да? Вы же не будете петь «Мне не спится, не спится». Вы скажете «Мне не спится, не спится». Даже вот нон-легато, то есть не связано. Наоборот, так, можно сказать, даже не побоюсь этого слова, сбалмошно спеть, да? Как бы вы возмущаетесь, а потом «Я пошла бы к Саше в гости». Да? Вот романтика, она уже мечтает с ним встретиться и так далее. Соответственно, тембр голоса должен измениться, понимаете? Это опять мы меняем уже штрих. Я оставляю тот же штрих, но я добавляю динамику. Видите, сколько задач? Попробуем эту задачу сделать. Мне не спится. Соль, ре, си, соль. Возмущение, правильно, как сказал Руслан, сделаем возмущение. Девушка возмущается. Пробуем. Соль, ре, си, соль. Ас-два, ас-два. Не спится, не ложится, сон меня не берет. Я пошла бы к Саше в гости, но не знаю, где живет. Я пошла попросила ты подружку, пусть подружка доведет. Молодцы, молодцы. Я смотрю, что Руслан сходу все ловит, все понимает. Дима громко поет, просто Да, очень удобно. вы за ним. Да. Я знала, куда вас посадить. Я знала, куда. Между солистами посадила вас. Но вот смотрите, сейчас задам вопрос. Я понимаю, что сейчас у вас мозговой штурм, и это все понятно. Вот так же работают наши артисты. И все думают, ну что петь, это так сложно, что ли? Да нет. Вот есть же выражение, пение певца сравнивается с работой грузчика. Грузчик физически устает так, как певец устает. Это очень сложно. Во-первых, весь процесс же работает, да? Плюс голова работает. Видите, сколько много задач. Поэтому действительно это очень интересная, но очень сложная профессия. Все, басы, тенора ведут мелодию с текстом ас-два, ас-два. Попросила ты подружку, пусть подружка доведет.
Спасибо. Вот сейчас буквально фрагмент, еще обратите внимание. Оп, и что вы заметили? А у вас нет, да, у вас называется паузы. Мы сейчас давайте сразу споем с 35-го такта и потом пойдем нон-стопом. Хорошо? Ля, соль, соль, си, соль, ми, си, тенор, ми, соль. Подхожу я к да? Раз, два, 2:35. Подхожу я к Саше дому, а у Саши нет. И басы. Стучала я окошко. Ретенота. Что делает? Крепко спи. И сейчас бытовая иллюстрация. А, да? Храпит. Вот он бессовестный, она вас ждет, хочет с ним встретиться, а он храпит. Ре, си, соль. И мы сейчас будем его винить. Поехали. И стыдно. Ой, как стыдно тебе, Саша, за вечером нас попал. Мужчины, О, тебе, мой друг, не знает, до полуночи гулять. Стыдно тебе, Саша, за вечером нас попал. Лучик мой, милочек, да, брал со мной гулять. повторяем. Светит алая заря, осветил на путь дорожку вдоль насажена двора. Менамоса. Светило путь дорожку. Фермата. Фермату покажи, Дима, что такое фермата. И теперь написано скоро. Вдоль насажена двора. Ничего себе. Вот такая песня. Вот такая песня. Это бытовая зарисовка жизни, нашей жизни. Все, что нас окружает, выражено в этой песне. Поэтому, видите, она проиллюстрировала жизнь и быт. И вот это, как сказать, особенность русских народных песен, которая выражает. Да, большой октав. А еще ниже вообще я не могу. Вот эту еле вытягиваю. Да, ну ты тенор. Ну что, для Тенор, первого раза тенор, очень. да. Для первого раза очень хорошо. Спасибо Нет, большое. действительно, да. Спасибо. Хотелось бы вам поаплодировать, да, но вы привыкли, да, к аплодисментам. Они Поэтому большое спасибо вам, Людмила Анатольевна, за такой вообще урок. И я впервые со времен студенчества почувствовал себя, как будто я обучаюсь, и именно в классе, потому что ну, на обучении всегда вот ты боишься вопроса учителя, да, бывает такое. И вы все время меня спрашивали, я думал, я все время был в напряжении. Огромное спасибо, потому что очень много нового я узнал, и я понял, что мне как там большой октавы это самая нижняя моя нота, потому что дальше что-то очень сложно. Вот. Потому что вы не бас, это басовая нота. Да. Тенор. То есть вот я сегодня узнал, что я тенор. И огромное большое спасибо всем за необычайный опыт. И думаю, что наши телезрители, жители республики обязательно придут на ближайший концерт. Я предлагаю вообще заходить почаще на сайт, да, Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. И там выложена вся актуальная информация, все концерты, которые вы можете посетить. И вы можете, конечно, воочию прямо насладиться этими выступлениями. Но это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо. Спасибо.